По факту коррупции в госструктурах было возбуждено в общей сложности 42 уголовных дела. ГРС стала самым коррумпированным органом. Выступая перед депутатами, генпрокурор добавил, что в список также вошло Министерство труда и социального развития. Первым в списке идет ГРС, затем Минтранс, МВД, Министерство образования и науки. После них идет Министерство труда и социального развития. Эти госорганы больше всех работают с населением. Они больше всех оказывают услуги населению. Есть ведомства, которые пока не вошли в список, но надо отметить, что все госорганы погрязли в коррупции. Он добавил, что сильно расцвела коррупция и в сфере строительства, особенно в столице. Депутаты подметили, что в этом секторе есть много недостатков. Генпрокурор сказал, что в прошлом году во время пандемии надзорные органы не смогли провести много работ по проверке объектов из-за болезни. Канчалык берсек дагы булар выборочно карап, баарына тең карабай өйдө төмөн иштер жасап келатат. Бул жасагандан бери 1,5 жыл болду. Анан бул боюнча Сейчас мы больше внимания обращаем на строительство в Бишкеке и Оше. Там надо смотреть по двум направлениям. Первое – соответствующие правоохранительные органы, сотрудники служб мэрии Бишкека в целях материального обогащения. Если строители не давали средства, то под разными предлогами затягивают и не выдают годами разрешительные документы. А когда дают взятку, быстро идут в строй работы. Мы ведем работу в этом направлении. Вторая сторона. Сотрудники правоохранительных органов, договорившись с сотрудниками мэрии, незаконно выдавали земли под строительство. По ним тоже ведем работу. Сейчас военная прокуратура ведет несколько уголовных дел в отношении их. Также в рамках защиты прав предпринимателей в прошлом году было выявлено 18 нарушений закона. По вышеуказанным нарушениям были вынесены прокурорские акты и 8 человек привлечены к дисциплинарной ответственности. Депутаты также подняли вопрос по автомобилям с абхазскими номерами. Абхазиядан ташылып келген автоунаалар жөнүндө сөз болуп атат. 2 года прошло. Снова госорганы оказывают давление на этих граждан. По каким документам везли в свое время и почему везли? У нас есть погранслужба, таможня, налоговики, сколько служб по надзору есть. В свое время не предупредили граждан, а после уголовного дела как будто специально ждали. Сейчас задерживают всех. Некоторые просто купили на рынке. Какую помощь можем оказать гражданам или какой госорган за это отвечает? Прокуратура видит, что поднимает вопросы по автомобилям с абхазскими номерами. Есть обращение, но вопрос подпадает под кодекс о проступках. В рамках него ведется работа. Сегодня сотрудники таможни вместе с прокуратурой стараются решить проблему. Вы сами понимаете, какие положения позволяют временный ввоз на территории ЕАЭС. В рамках закона надо решить. А вот парламентарий Абдыбек Дюшалиев напомнил, что сейчас на следователей поступает много жалоб. Он предлагает создать следственный комитет при Генпрокуратуре по примеру России. Тарыхты карасак, Генеральная прокуратуранын ичинде мурун следственный управление бар эле. Бирок кийинчерээк эмнегедир анын баарын бөлүштүрүп, башка органдарга өткөрүп берген. Ошонун кесепети. Бүгүн мына баардыгыбыз көрүп атабыз. Следствиядан аябай жалап көп болуп атат. Баардык органдарда. Прокуратура эгер чынында мурункудай эле следственный управление создавать этебиз десе, же мен даже айтат элем, следственный комитет кылсаңар, баардык следствияны бир жерге сосредоточить. Бул боюнча да бизде Следствие в органы прокуратуры будут возвращать постепенно. Необходимо понимать, что мало просто создавать какое-то управление. Нужно, чтобы оно работало. Также депутаты поинтересовались у Курманкула Зулушева судьбой бывшего генпрокурора. Парламентарий Зарылбек Рысалиев спросил, разыскивает ли кто-то из правоохранительных органов от Курбека Джамшитова и находится ли он в стране. В свою очередь Курманкул Зулушев ответил, что никто судьбой бывшего главы надзорного органа не интересовался, потому что он не находится в розыске, на него нет уголовных дел. Элиза Балбакова, Улугбек Сулайманов, Нью ТВ.